Наконец у нас наступает пора отдыха на природе и вообще прогулок в парке. Погода замечательная, людей очень много. И, конечно, в этот период идет большая активность продажи алкогольной продукции. Но как же наших детей обезопасить от этой страшной пропаганды? И напротив школы продают, и в киосках продают, где угодно продают, в открытую же продают. Это разве дело? Конечно, не дело. Надо законы ужесточать учителям и родителям, само собой. Следить за своими детьми, смотреть. Интернет влияет на пропаганду как-нибудь так? Конечно, влияет. А почему не влияет? А как не влияет? Они там насмотрят, черт знает чего. И они применяют все это с интернета. Они что смотрят в этом интернете? Ну, что за передачи? Нормальные передачи наши дети уже не смотрят. Вообще распустили уже эту наркоманию до невозможности. Ну, уже дети с 10-12 лет уже принимают эти наркотики. Ну, это куда дело годится? Как обезопасить наших детей от зловредной пропаганды? Необходимо проводить в детских садах, в школах профилактические мероприятия, чтобы дети знали, что курение – это плохо, что наркомания – это очень плохо, что алкоголь к хорошему не приводит. Необходимо школьное воспитание детей дома, чтобы родители дома детям тоже объясняли, потому что не все в школе могут объяснить, не все до детей доходит сразу с первого раза, как говорится. В общем, наверное, чтобы по телевидению показывали. Потому что сейчас дети очень любят смотреть телевизор. В основном они в гаджетах, в телефонах, в телевизорах смотрят мультики, все, что с этим связано. Пропаганда хорошего, здорового образа жизни. На личном примере, конечно, тоже надо детям показывать, что алкоголь, табакокурение – это не есть хорошо, что ни к чему хорошему это не приводит. Во-первых, лучше по телевизору меньше об этом показывать, и чтобы родители пример подавали хороший. Чтобы сами не пили и не курили. А вот в школах кто должен проводить подобное? Учителя должны об этом рассказывать. И сами дети должны этим интересоваться. В какой секции занимались бы ваши дети? Во-первых, мне хотелось, чтобы спортом занимались. В первую очередь на лыжах катались, на коньках бегали. А летом? Летом, чтобы плавать научились, в первую очередь. И на коньках, на роликах, также на велосипеде. Да, плавание замечательно. Вот я иногда... как можно жить рядом с рекой либо озером и не научиться плавать? Научить детей плавать обязательно, чтобы меньше было несчастных случаев. Наверное, спортивный образ жизни вести, да своим примером больше показывать, наверное. В принципе, если дети будут заняты, в основном это вся проблема, она от того, что детей не занимают чем-то. То есть, если дети заняты, тогда и проблема эта сама по себе исчезнет. Мое мнение лично такое. А вы своих детей куда бы отдали? В какую секцию? Спортивную, музыкальную, искусство? Да, это все что угодно может быть. Это даже не обязательно это спортивное или музыкальное. Можно же даже и без секции занять ребенка. По-моему, самый главный пример – это пример взрослых для детей должен быть. А так, если походить, посмотреть, вся проблема больше во взрослых идет. Сколько людей, которые пьют, курят, так ходят. Я сам курю, так, грешок есть, но при детях я этого не делаю, потому что, как раз та же самая пропаганда, что мне была с моей стороны. В принципе, мое мнение такое. Не рекламировать, во-первых, алкоголь, сигареты. Самим родителям при детях не употреблять. На улице, чтобы люди были сознательны и при детях не употребляли. Вот. А в школе кто должен вести пропаганду? В школе, я думаю, пропаганды не должно быть. Учителя должны, наверное, объяснять детям. Наверное, на классных часах специальные уроки какие-то должны быть. Нужно показывать, наверное, какие-то примеры. К чему это может привести? Побольше с ними беседовать, пропаганду вести среди молодежи это. Этих кабаков закрывать. Пусть кафе открывают, где молодежь может чай попить, кофе, не продавая эти алкогольные напитки. Правильно. А личный пример?
Да, личный пример это да, это уж пусть и родители личный пример. Вот с детства пусть водят их вот на такие вот мероприятия, где вот там это. Вот детские кафе открывают, вот там, чтобы это видели вот это, чтобы сами не гуляли вот эти вот, не раскладывали пикники, не брали детей на такие. Или уж если они собираются, то пусть детей не берут на эти, не показывают им и такой пример. Правильно, дети же смотрят все, Да, наблюдают и повторяют. А повторяют-то они от кого-то. В первую очередь от родителей. Дети в детском саду, посмотрите, как они играют. Они даже вот с родителями погуляют в выходные дни. И после они играют как? Они играют, берут, и в детских этих комнатках играют точно так же. Берут эти и чокаются. Да. И чокаются. Уважаемые родители, следите, как вы проводите выходные. И они же все показывают, дети. Вот не надо далеко ходить, они им сами все покажут. Вот это, что они видели, то они и показывают. Защитить наших детей от пагубных привычек – наша первостепенная задача. А как же это сделать? Я думаю, каждый из нас знает ответ на этот вопрос. Но в первую очередь это показывает свой личный пример. Евгений Жаваров, Елена Бладцева. Специально для КСТ.